Упомянул Ибн Кудама, да помилует его Аллах в своей книге Аль-Мугни, что джихад становится индивидуальной обязанностью, фардул айн, в 3 положениях. Первое положение. Если враг напал на мусульманскую страну, в этом случае джихад становится фардул айн на граждан этой страны. Но если кифая, достаточность для опора врага, не выполняется, то индивидуальная обязанность, фардул айн, переходит к соседним странам, и они должны находиться в их строю. А если в этом положении не выполняется, то фардул айн охватывает всю землю. То есть, становится индивидуальной обязанностью каждого мусульманина по всей планете. Сейчас захвачена Палестина, а также захвачен Афганистан, и идет сражение в Чечне, в Кашмире, в Филиппинах, в Курдистане и в различных местах, а сыновья мусульман развлекаются, и муджахиды не сохранены от вреда некоторых людей, которые заняты их порицанием и унижением их достоинств, описывая и называя их террористами, экстремистами и насильниками, и тому подобное. Естественно, ошибки есть. Ошибки есть как у них, так и у других. И в этом нет проблем. И никто это не отрицает. Ведь и сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ошибались. И порицал их Аллах за их ошибки в Коране. И в день Хунейна, когда вы радовались своей многочисленностью, и упрекнул их Аллах также после битвы Ухуда, и в различных битвах. Ошибки были даже у сподвижников. Разве Маиза, не сподвижница, которая совершила грех прелюбодеяния и покаялась в своей ошибке? У нее были ошибки, в этом нет проблем. Но заниматься раздуванием ошибок – это не путь людей знания. Насиха – это одно, а изменить что-то – это совсем другая вещь. Насиха – это обязательная требуемая вещь. И нет блага в человеке, который не делает насиха мусульманам. Но насиха должно быть утверждающим действительность и определенным методом, чтобы чувствовалась любовь со стороны того, кто делает насиха, а также по шариату. Насиха должно быть вместе с защитой их чести и их неприкосновенности. Иногда бывает насиха от человека, который прежде не поддерживал их ничем, хотя бы морально, мольбой за них. Так зачем же нужна эта поддержка? Чтобы приняли его насиха. К тому же, насиха должна соответствовать нормам шариата. Повторюсь еще раз, ошибки существуют. Но как бы мы ни говорили о них, разве это повод, чтобы мы не поддерживали их? Ведь они противостоят крестоносцам, которые совсем недавно говорили, что приложат все усилия, чтобы установить крест над стенами священной Каабы. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, подарил мушрикам 100 верблюдов за победу Рима над персами. Какая польза Абу Бакру от победы Рима? Римляне кафиры, неверные, сражаются против неверных, и в итоге и Рим, и персы все в огне. В чем секрет? Потому что Рим ближе к истине. Разве вы убеждены, что крестоносцы ближе к истине, чем ваши братья-муджахиды? Кто убежден в этом, то его мнение не принимается, и он не знает таухид, единобожие. Он не знает дорогу к иману. Если он убежден, что крестоносцы ближе к истине, чем его братья-муджахиды, то он не знает, что такое ислам и иман, и не знает, что такое таухид и вопросы таухида. Даже если мы сказали про муджахидов, или описали бы их наихудшими описаниями, конечно же, они далеки и не причастны к этим словам, что они из ахлюль бид'а, нововведенцы, или заблудшие, или хавариджи. Даже в этом случае обязаны помогать им, так как они против главного врага. Что уж говорить, когда они являются вашими братьями, сыновьями вашей нации, находятся на вашей акиде, и у них нет другой цели, кроме как помочь этой религии и остановить наступление войск крестоносцев. Является обязательностью нашей помогать им и отдавать закаты и садака им, а также совершать кунут за них, молиться за них. В данный момент наши братья, заключенные в тюрьмах в Кубе, и нуждаются в помощи. Где же ваша помощь? Кто из вас помогает им своей мольбой, или деньгами, или совершали кунут за них, чтобы вытащить их из заключения, или тому подобное? У каждого своя роль в обществе. Никто не знает эту роль. Даже у женщин существует обязательная роль, такая как делать дуа и подстрекать к благому своего мужа и сыновей, и пожертвование части своего имущества. Бизнесмены должны помогать своими деньгами, ученые пером и языком, молодежь своей кровью и душой, женщины частью своего имущества, своими молитвами и моральной поддержкой, а имамы мечети совершением хунута в 5 обязательных намазах. У каждого своя роль в этом вопросе, не так ли? И нет у них никого кроме вас. Если вы не будете делать то, что требуется от вас, то придет ваша очередь, и заколят вас, как закалывают овцу в жертвоприношении, и будете искать, кто бы помог, но никто вам не поможет.
Если верующий оставит верующего в трудности, то непременно и его настигнет такое положение, в котором он оставил своего брата без помощи, и не найдется, кто бы ему помог. Основа братства в религии – это, как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не оставляй без поддержки и не выдавай. В нынешнее время существует ислам, оставление без помощи. Те, которые присоединились и воюют под светским знаменем джахилии, под знаменем крестоносцев, и становятся их щитом в сражении с народом Ирака, они оставили в беде мусульман и выдали их кафирам. А теперь, которые не воюют под знаменем, но помогают им деньгами, лечат их раненых, что скажем о них? И они являются теми, кто оставил мусульман и выдал их кафирам. На нас лежит должность помогать по мере своих возможностей. Второе положение. Когда джихад становится индивидуальной обязанностью, фардуль айн каждого мусульманина, который упомянул Ибн Кудама. Если встретилось два войска, запрещено покидать поле битвы и убегать тем, кто присутствовал в этом войске. Кроме того положения, которое Аллах сделал исключением. Третье. Если правитель мусульман дал команду и направил войско к сражению, запрещено ослушаться его приказа, потому что сражаются с крестоносцами. Но если причина сражения по национальному вопросу или за патриотизм, то нет обязательств на мусульманине послушания правителю в этом случае. Причиной сражения должно быть то, чтобы слова Аллаха было превыше всего. Скорей поспеши же к дверям джихада.